и уже не можешь выдержать. Хочется тоже что-то сказать. Вы знаете, Абдулла Иванович, я не сомневаюсь, что вы дипломатом тоже можете работать. Здесь должен был быть семейный разговор, вы должны были говорить все, что у вас на душе. Но многое вы не досказали. Постараюсь это сделать я. Значит, ситуация складывается следующим образом. Я не могу даже в кошмарном сне представить, что так может поступать руководитель армянской общины, допустим, Альберт Гаспарович Тополян, или даже Хачик Минасян, или Сурен Кирселян, который тоже был руководителем общины. Я хочу сегодня два слова сказать о нашем руководителе общины, который сегодня, несмотря на наши поиски его, не появляется. У вашего друга проблемы, Абдулла Иванович. Проблемы настоящие. Он не может, он в плену своих мыслей, которые начались у него с 2023 года. Сейчас я все расскажу. В феврале 2023 года мы проводили съезд армянской общины. И я заметил одну маленькую деталь. На этот съезд пришли серьезные люди из России. Очень серьезные люди. Никогда так не обращало внимания на нас, на наши съезды, люди из России. Приехали, изучили, посмотрели на молодого парня, очень перспективного, военного, прошедшего Крым, огонь и воду, решительного. И вот по прошествии 2 лет он сделал то, что сделал. Мы это все увидели. Мы попросили только одно, чтобы он пришел, и мы сели бы все вместе, как вы сказали, и постарались бы решить этот вопрос мирно, спокойно. Мы стоим фактически у пропасти. Я объясню почему. Когда Нагорный Карабах, точнее Арцах, пал, в этом были виновны не только армяне, которые не поддержали своих соплеменников. В этом были виновны внешние игроки. Но вы знаете, овцы никогда не объединяются против хищника. Они только радуются, что напали не на них. Если мы думаем, что завтра Абхазия это минует, то, что миновал Арцах, ничего подобного. И нас тоже это может коснуться. Я всегда удивлялся другому, почему наши армяне, которые всегда голосовали толерантно, сделали в этот раз так. Основная причина, надо отдать должное этим пропагандистам, что они сделали все, чтобы вселить в простых армян страх перед Турцией, перед турками. Ладно, мы это прошли, сумели как-то складить ситуацию. Потом появилась информация, что вы антироссийский, что у вас есть обида на кое-кого, которые фактически, вы помните, как тяжело шли переговоры ваши по экономическим вопросам, помните? Вы 2 часа, не знаю, 2 часа спорили с представителями России и пытались отстоять нашу правду. Все очень тяжело дается. Так вот, я не могу понять одно. Чего мы вообще добиваемся, если мы независимое государство? Если у нас свой суверенитет? Почему мы, как все, почти все политики абхазские говорят, мы пророссийские? Надо говорить, мы проабхазские политики. Разве это не главное? Это просто стыд, наверное, стало, действительно. Обидно еще вот что. Я пришел к выводу, что надо разговаривать с людьми тет-а-тет, просто вот глядя ему в глаза. Вот несколько встреч я провел в Гульвивском районе. Я уже вижу, чувствую осознание. Ситуация непростая, поверьте. Но не каждый способен сейчас сделать правильный выбор. Объясню почему. Есть такое мнение, кстати, они так и хотели сделать с первого тура, выиграть. Есть такое мнение, что мы, чудом, вот вчера слушал буквально, осетины выступали, вот, они сказали, Гумба 100% выиграет. Откуда такая уверенность? Они плохо знают абхазский народ.
Он проголосовал большинство за вас. Он вам даст еще больше, я не сомневаюсь. И мы, армяне, поддерживаем вас тоже. Спасибо.